Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Инна Клояна я вам расскажу о главных событиях дня. 68 детей села Суш Пихемского Кожуна нуждаются в местах в детский сад. На сегодня при наличии 25 мест имеющийся садик с трудом может вместить 36 воспитанников. Как решают эту проблему власти, узнал Сайгын Бирбю. Очевидно и невероятное. Здесь могут принять всего 25 детей, а по факту в группе 36 ребятишек. Но это, конечно, максимум. Малюсенький садик в селе Суш давно уже не может вместить всех желающих. В очереди стоят 68 малышей. Квадратные метры не соответствуют по санитарным нормам Роспотребнадзора. Получается на 25 мест и превышает 10, 11, 12. У нас в этом году было 37 детей. Один ребенок был отчислен зимой, в январе, потому что родители уехали за Саянами, студенты вниз. Они забрали ребенка. Просто сказать, что в садике не хватает места, ничего не сказать. Здесь просто очень тесно. У нас получается две группы, и они играют в одной группе и спят в одной группе. И мы в пищеблоке сделали просто стену, чтобы отгородить от пищеблока, и сделали маленькую кухню. Но до 1997 года в Сумоне был большой двухэтажный детсад. Причина переезда из него в маленькое здание банально для 90-х. Детей, наверное, было мало, потому что в 90-е, 2000-е годы рождаемость резко снизилась, население стало убывать у нас, мигрировать в Кызыл, в другие районы. Мизерный бюджет села не смог вытянуть содержание большого здания, да и потребности в нем не было, а сейчас такой детсад очень нужен Сумону. В нашем сельском поселении рождаемость с каждым годом увеличивается, миграция тоже в наше поселение постоянно из года в год тоже увеличивается, и поэтому наше здание садика уже как бы не вмещает столько количества детей. 2 года назад было принято решение, руководством Кожуна было принято решение по решению данной проблемы и восстанавливать здание, двухэтажное здание, в котором в 90-е годы помещался здание детского сада. Республика выделила средства на ремонт здания, найден подрядчик, что немаловажно, из жителей села. Будет потом с кого спросить за качество ремонта. Здесь уже установили окна, положили штукатурку, провели отопление. Но говорить о том, что здание скоро будет готово принять детей, рано. Предстоит еще много работ, требующих дополнительного финансирования. Буквально вчера вроде бы мне администрация сказала, что Минфином договорились, они обещали выделить 3,6 миллиона, вопрос уже решен. То есть это поддерживает республика, да? Да, республика, да, в Рио главы, да, уже поддержала эту идею ихнюю. В ходе рабочей поездки Пихемский Кожун Владислав Ховалык специально заехал, чтобы посмотреть, как идет реконструкция Сушинского детсада. Было заметно, что в Рио главы Тувы не очень доволен темпом восстановления здания детского сада. При этом обстоятельно знакомился со всеми нюансами стройки, буквально по деталям раскладывая каждую проблему, чтобы принять верное решение. Второй этап очень сложный будет, потому что еще предстоит провести торги. Вот это будет, контракт будет заключен только в конце августа. Там не столь много времени остается, да, теплого, для того, чтобы вот эти работы завершить. Тем не менее, нынешний подрядчик, который реализовывал первый этап, на свой страх и риск, если он продолжит работу, точно мы успеем. Такие рекомендации я просто дал. Понятно, что сроки очень сжатые, но по-другому никак. Ведь десятки ребятишек ждут своего места в новом старом детском саду, а воспитатели новых условий работы. Ведь идти в большое и красивое здание намного приятнее, чем в крохотные группы. Сайгын Бирбю, Буян Мангуш, Мирана Иргит, ТУВА-24. Министерство здравоохранения Тувы получило 2 фельдшерско-акушерских пункта на колесах. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных передвижных ФАПов, которые пополнят специализированный автопарк и начнут обслуживать отдаленные села Тувы, где отсутствуют медучреждения. Мобильные медпункты оснащены всем необходимым для проведения профосмотров и диспансерного наблюдения. Спецмашины оснащены по единому стандарту оказания первичной медико-санитарной помощи. Все передвижные пункты будут распределены
распределены по центральным районным больницам и медцентрам. Артель старателей «Айна» подарила жителям села Сыстыкхем новую лодку с мотором. В село круглый год трудно попасть, и этот подарок облегчит жизнь жителей Приречья как в период паводков, так и повседневной жизни. В село Сыстыкхем Тоджинского Кажуна попасть можно, только переправившись через одноименную реку. Чтобы облегчить доступность села для его жителей, артель старателей «Айна» подарила жителям моторную лодку. Спасибо большое артелю старателя «Айна» за предоставленную помощь в виде мотора и впоследствии лодки. Конечно, вот эта лодка и мотор нам очень нужны для того, чтобы перевозить продукты питания. Ну, в частности, можно и вообще население можно туда-сюда перевозить, потому что в летний период у нас только одна дорога – это навигация по реке Енисей. Жизнь таежного поселка сложно назвать спокойной, особенно в период паводков. Из-за невозможности оперативного применения другого транспорта, этой весной население Сыстыкхема вынуждены были эвакуировать на вертолетах. Новая лодка поможет людям не только справиться с чрезвычайными ситуациями, но и облегчит повседневную жизнь. Поселку администрации Сыстыкхема дарим сегодня новый мотор и лодку алюминиевую, которая изготовлена в Абакане для снабжения поселка насущных проблем, которые доставка бензина, продуктов, чтобы легче было жить им. Артель ведет добычу золота и на территории Тоджинского Кажуна, поэтому артель регулярно помогает жителям населенного пункта. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Ангар Оржак, Тува-24. Во второй половине лета в Туве разрастается дикорастущая конопля. В то же время усиливаются меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые из нее изготавливаются. Подробнее о борьбе с зельем расскажет наш корреспондент. В Туве завершился первый этап межведомственной профилактической операции МАК-2021 под патронажем регионального министерства внутренних дел. Основная цель мероприятия – выявление и уничтожение дикорастущей конопли. Сотрудниками полиции вынесено 288 предписаний об уничтожении очагов произрастания дикорастущей конопли, 73 которых должностным лицам, председателям администрации районов республики и сельских поселений. За непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли нами составлено 15 административных протоколов. Из них 3 в отношении должностных лиц. В рамках мероприятия на территории Сумона-Карахак сотрудниками полиции во взаимодействии с военной контрразведкой ФСБ России, администрацией Кызыльского Кажуна и военнослужащих 55-й горной мотострелковой бригады с применением гербицидов было уничтожено около 7,5 гектаров дикорастущей конопли. В рамках операции МАК сотрудниками органов внутренних дел выявлено 33 факта незаконного оборота наркотиков, по которым возбуждены уголовные дела. Изъято более килограмма наркотических средств. За незаконный оборот наркотических средств привлечено в административном порядке 3 лица. За немедицинское потребление наркотических средств привлечено 17 лиц. В течение первого полугодия в республике выявлено 261 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято более 229 килограммов дурманящего зелья. Органы внутренних дел готовятся к проведению второго и третьего этапов операции МАК. Сайгын Бербен, Миран Иргит, Тува-24. Народы России, объединенные древней центральноазиатской культурой, живут, по мнению героя следующего сюжета, несколько изолированно друг от друга. Чтобы переломить эту отчужденность, он поехал на велосипеде по тропе Тенгри, маршруту, пересекающему эти регионы. Очередным этапом его путешествия стала Тува. Подробнее расскажет Даян Дансурюн. Путешествие Амана Одуна началось в апреле этого года. Приготовив велосипед и все необходимое снаряжение, он выехал на маршрут, который на данный момент привел его в Туву. Вот набор сумок для байкпакинга, что значит легкопоходный велопутешественник. Вот сумки, вот здесь я кладу телефон, кошелек, а вот в эти 2 сумки я кладу еду и воду. И здесь тоже еду и одежду. Насос, здесь все запчасти, ремкомплект, запасная камера, здесь палатка, спальник. В каждом регионе на своем пути Аман старается поподробнее узнать об обычаях местного народа. Это интересно лично ему, а также дает хороший повод вспомнить, что все мы братские народы. Цель моего путешествия – это дружба народов и изучение культуры и языка, религии разных братских народов. Поэтому я назвал свое велопутешествие «Тропа Тенгри». И это наша общеобъединяющая древняя культура.
На странице Омана в социальных сетях в комментариях свою поддержку выражают люди как из родной Якутии, так и из регионов, в которых он уже побывал. Они поддерживают его морально, а также предлагают свою помощь в построении маршрута и в решении проблем финансового характера. Было ли такое, что бросить? На самом деле нет, потому что здесь не я один еду, а мне очень много людей пишут и помогают. На самом деле поддерживают очень много людей. И это облегчает мой путь. И даже в финансовом плане мне предлагают помощь. И что, конечно, очень тоже помогает мне в пути. На данный момент Оман знакомится с жизнью Кызыла и надеется посетить Тоджинский Кажун, чтобы увидеть местное оленеводческое хозяйство. Далее его путь ляжет на Алтай через запад Тувы. Даян Данцырюн, Чайхан Дангак, Ангыр Оржак, Тува 24. На внеочередном заседании сессии Верховного Хурала Тувы рассмотрены и приняты законопроекты, от которых ожидается максимально социально-экономический эффект. В частности, в 3 чтениях принят законопроект о комплексном развитии территорий и увеличении жилищного фонда республики. Всего в повестку заседания сессии в этот раз было включено 6 вопросов, из которых 2 потребовали особого внимания. Это внесение изменений в бюджет республики на текущие и последующие плановые годы. Там образовалось дополнительное финансирование, и, соответственно, с этим Министерство финансов распределило это дополнительное финансирование, и мы вносили уточнения в действующий бюджет. Изменения коснутся основных характеристик республиканского бюджета. Также увеличивается финансовая помощь из федерального бюджета на общую сумму 1 миллиард 6 миллионов рублей, в том числе дотации 202 миллиона рублей. Также был принят в целом проект закона о комплексном развитии территорий в Республике Тыва. Закон подразумевает формирование единого механизма комплексного развития территорий. Его реализация позволит обновить и увеличить жилищный фонд республики за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Социально-экономический эффект обеспечения сбалансированного устойчивого развития поселений муниципальных районов, городских округов Республики Тыва путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства. Новый закон отвечает сегодняшним нуждам республики, особенно в части улучшения жилищных условий граждан, повышения эффективности использования территорий поселений, муниципальных районов, городских округов региона. И переселение из ветхого аварийного жилья, и строительство нового жилья – это сегодня очень волнует наших избирателей, наших граждан. Конечно, здесь и подразумевает и то, что эта программа расширяется в плане того, что возможно индивидуальное жилищное строительство использовать, допустим, без обязательных технических требований, допустим. Эта программа также расширяется, допустим, по назначению территорий. И эта программа дает возможность, наверное, и узаконить те постройки, которые уже имеют место быть, в плане того, что если они не нарушают действующее федеральное и региональное законодательство. Депутаты отмечают, что главная цель закона – привлечение в качестве инвестора госкорпорации Дом.РФ, с которой уже есть договоренность. Закон открывает для республики новые возможности для строительства, обновления уже застроенных территорий. Поднятые вопросы были рассмотрены и приняты единогласно. Амир Оржак, Мадр Сандан, Буян Мангуш, Мирана Иргит, Тува 24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клоян. До встречи в эфире.